Добрый день, уважаемые участники конференции. Я Алексей Пудов и представляю свой доклад на тему «Ребрендинг этнокультурной идентичности посредством современного искусства в Якутии». Тема, которую я заявил, напрямую касается моих научных интересов и связана она с этнокультурной модернизацией. На каких условиях ее проводить и так далее. Это очень такой проблемный вопрос. Сами все прекрасно знаете, что в современной массовой культуре этническая культура очень быстро деградирует и исчезает. Исчезают национальные языки, обычаи, традиции и так далее. И вот здесь возникает проблема. Как использовать этнокультурный капитал, который был создан в эпоху традиционного общества, в современных условиях. И вопросы этнокультурной идентичности здесь становятся также весьма актуальны. На наш взгляд, существует два основных способа в современном мире, как идентифицировать этническую культуру, этнос. Первый способ, мы его называем знаковым. Этот способ основан на определенных знаках. Этими знаками являются, по сути, этнические символы, которые были трансформированы массовой культурой просто в знаки. Они становятся идентификационными маркерами этнофора. И в массовой культуре, просто сопрягаясь с этими маркерами, представители того или иного этноса идентифицируют себя как, собственно, этот этнос. С другой стороны, есть возможность использовать вот эти этнические символы как, собственно, символы, то есть не трансформированные в знаки, а имеющие в себе упакованное бытие. И вот здесь, на наш взгляд, используется очень мощный механизм, онтологизирующий символы человеческого сознания, которые могут также работать, как они работали в традиционную эпоху, в традиционном обществе, когда мифологическое мировоззрение использовало их для указания на определенные сакральные метафизические смыслы. И вот здесь мы приходим к нашему определению этноса, который представляет из себя конгломерат или такую систему этнических символов, которые воспроизводят метафизически ту или иную культуру. На наш взгляд, этнос представляет себя не столько кровь, не столько генетически определенный набор, языковой набор, а прежде всего вот этот символический капитал, который как эстафетная палочка передается от поколения к поколению. Он может быть заимствован у каких-то контактных народов в прошлом, но определенным образом этим символам придаются какие-то смыслы вот этой этнической культуры, и эти смыслы начинают работать, воспроизводя человеческий капитал. С философской точки зрения, культура есть не что иное, как определенные формы ею воспроизводимые, через которые человек становится как человек. И вот здесь, на наш взгляд, есть определенное преимущество, и этот процесс, скажем так, органически проходит в республике Саха-Якутия, когда традиционные этнические символы народа Саха, якутов, используются в современных формах культуры, то бишь в искусстве, в современном искусстве, в изобразительном искусстве, в музыкальном искусстве, танцевальном искусстве, а также в современных синтетических видах искусства, как театр и кинематограф. Процессы в современной культуре Республики Саха-Якутия явно показали о том, что этническое мигрирует в сферу искусства. Как я уже сказал, один из этих мощных таких
органично произведенных культурой механизмов является индуцирование прошлых этнических символов, которые были рабочими, функциональными в мифологическую эпоху, в современные формы культуры, и эти современные формы культуры придают этим мифологическим, по сути, символам новое смысловое содержание, новые смыслы, метафизические по своей сути, универсальные по своей сути. Нужно сказать о том, что современный этнофор одной ногой все же до сих пор стоит на мифологическом мировоззрении, а другой ногой, конечно же, на рационально-рефлексивном. И вот здесь использование этнического символизма традиционной эпохи в современных условиях является достаточно продуктивным. И вот эти новые метафизические смыслы как раз воспроизводятся в современных формах культуры. Я конкретно перечислять не буду, но есть произведения искусства в театре, в кинематографе, в живописи, когда вот то прошлое начинает работать и начинает функционировать в современной среде. И это среда не столько массовой культуры, где используются операциональные знаки, вот, которые там мы в тезисе указали, это вот именно очень хорошо их экстраполировать и пояснять их функциональность с точки зрения теории сознания Карла Маркса о предметностях сознания, квазипредметностях сознания. И вот здесь, в этих современных формах культуры, искусства, эти символы работают, наполняя новыми метафизическими символами. Это, на наш взгляд, является достаточно продуктивным. В связи с этим можно сказать о том, что происходит как раз вот этот ребрендинг этнической идентификации, когда просто знаки, на которые сейчас опираются все этнические культуры в обществе массовой культуры, должны быть изменены на этносимволы, которые в принципе функционально скрывают в себе самобытие. Таким образом, важно искать токи роста культуры не в знаковом, а в символическом. Вкратце резюмируя, можно сказать, что мы трансформируем мифологический, по сути, символ этнической культуры в метафизический, философский. Это очень важное явление в современной культуре Республики Саха-Якутия.